शंभो शिव शंकर शंभो हर हर महादेव शंभो शिव शंकर शंभो हर हर महादेव शंभो शिव शंकर शंभो हर हर महादेव शंभो शिव शंकर शंभो। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। Глава 11. Философия Даттатреи вместе с Ганга-бабой. Был 1973 год. Однажды дождливым июльским вечером я приехал в санаторий в Хавале недалеко от Найниталя. Здесь лечился Махант Раджендра Бхарти вместе со своей семьей. И я приехал специально для того, чтобы встретиться с ним. Вообще-то он жил в Харидваре. С помощью своих друзей я попал в купе первого класса. Так и поехал до пункта назначения. Как только Раджендра увидел меня, то сразу бросился в мои объятия. «Иди сюда, сынок, как долго я тебя ждал». И его супруга и дети тоже были счастливы. На страницах книги жизни записана наша история. Кто может уничтожить эти воспоминания? Я провел с ним и его семьей бесценное время своей жизни. Теперь все это в прошлом. Повидавшись и поговорив со всеми, я пошел к себе и сел в одиночестве. Но на ум постоянно приходили какие-то странные мысли и воспоминания. Я попытался сосредоточиться, но у меня не получалось. Памятники прошлого, храмы и ашрамы опустели. А люди приходят и уходят. Многое человек пропускает через себя и, считая это собственным воспоминанием, пытается сохранить. Но все так или иначе уходит. История повторяет саму себя. Человек постепенно забывает каждый из бесценных моментов своей жизни. И это правильно. Разве может он все запомнить? И если бы человек помнил обо всем, что с ним происходит, то он бы сошел с ума. Все в этом мире устроено правильно. Пусть все идет, как идет. И я остановился там на достаточно долгий срок. Иногда я вспоминал Минакши, иногда растворялся в любви и нежности матери. Мне теперь нравилось гулять где-нибудь подальше от цивилизации. Я взял с собой детей – Рашми, Мунну, Упендру, Бэби и Гудди – и отправился в Харидвар. На несколько дней остановились там. Я ежедневно прогуливался по берегу священной Ганги. Когда мне пришлось расставаться с детьми, все они плакали и просили меня, чтобы я возвращался. Рашми была расстроена больше всех. Но ведь человек-путник, неизвестно, когда придет и когда уйдет, и когда наступит новая встреча. Я разорвал путы любви и привязанности.
В моем воображении Минакши стала одной из тех небесных танцовщиц Апсар, которые танцуют, создавая прекрасные мечты. И я же разрушил дворец этих пустых мечтаний. Я хотел убежать от привязанности к Минакши и от любви, которую дарила мне семья Бхарати. Поэтому я приехал в Бомбей, в дом господину Биндре. Он очень обрадовался, увидев меня. В то время в его жизни было очень много проблем, как физического, так и ментального характера. Он был хозяином фирмы Биндра Продакшн, снимал фильмы. Тогда несколько его картин провалились на рынке киноиндустрии. Он терпел большие убытки. Он очень страдал, потому что даже его братья перестали ему помогать. Биндра когда-то был известным танцором, и я познакомился с ним в Гонконге. И еще совсем недавно он купался в роскоши и признании поклонников. У него было все: иностранные машины, роскошная квартира, сейф, заполненный банкнотами, а по вечерам дом, полный друзей. Но теперь на него было жалко смотреть. Я посидел с ним всю ночь и освободил от всех проблем, как физических, так и ментальных. Уже на следующее утро он получил новую работу. К нему вновь начали приходить друзья. Те деньги, которые он отдал в долг и никак не мог получить обратно, стали к нему возвращаться. За несколько дней его положение заметно улучшилось. У него дома вновь начала собираться толпа звезд киноэкрана, директоры и продюсеры, люди, желающие обучиться танцу и так далее. Мне стало в его доме как-то неуютно, и я перебрался к адвокату Верховного суда, господину Бхатия. Несколько дней и я прожил с ними. Потом Биндра забрал меня обратно. Там было слишком много народа. Я пытался перейти в другое место, но толпы людей везде меня преследовали. Я не знал, что делать, и наконец решил оттуда сбежать. Как только ко мне пришел Сударшан Бакши, и я велел ему забронировать билет до Джунагарха. Я хотел ускользнуть потихоньку, не сказав никому ни слова, ведь иначе люди не дали бы мне уехать. Бакши послушался меня и сделал так, как ему велел. Он купил билет и вручил его мне. В тот же день вечером я возвращался из Калабы, из дома Павана Кумара Бамбы, и встретил на центральной станции Судху Сингх. Она была чем-то сильно обеспокоена. Друг Биндры говорил, что она сбежала из дома и беспокоился, как бы она не попала в какую-нибудь неприятность. Я остановил машину и позвал ее. Она меня не узнала, потому что теперь
я был в обличии отшельника, а она знала меня по прошлой жизни как официальное лицо человека, облаченного в костюм. И я вновь напомнил ей о себе. И Судха села в машину. И я привез ее в дом Биндры и стал спрашивать о причинах, по которым она покинула свой дом. Но Судха молчала. Я знал, что ее родственники живут в Ахмедабаде, но она отказывалась назвать адрес. Тогда вечером я отослал ее погулять, а сам открыл ее чемодан и там обнаружил адрес и телефон родственников. Я тотчас же послал в Ахмедабад телеграмму и позвонил им. Все очень беспокоились о Судхе. Уже на следующий день все они приехали в Бомбей. Судха очень на меня рассердилась и стала ругаться. Она ни в какую не соглашалась вернуться в Ахмедабад вместе со своими родственниками. Тогда я отослал ее в Дели в сопровождении 2 моих учеников. Я знал, что в Дели в индийских авиалиниях работает ее отец. На душе у меня стало легко, а на следующий вечер я сам уезжал из Бомбея. Я ушел из дома под предлогом того, что хочу прогуляться. На вокзале в одиночестве меня ждал Сударшан Бакши. Он показал мне мое место и, дав на прощание фруктов, удалился. У меня не было одежды, только та шелковая накидка, что была на мне одета. Утром поезд прибыл в деревню Бирам. Там мы должны были пересесть из одного состава в другой. Тогда был январь месяц, и я просто умирал от холода. Фрукты по одному выпали из моих рук. И я кое-как добрался до того места, где отдыхали и грелись у открытого огня носильщики. Они усадили меня поближе к огню. У костра я понемногу отогрелся. День уже вступил в полную силу, когда на платформе показался поезд, отбывающий в Джунагарх. К тому времени я уже полностью отогрелся. К вечеру поезд прибыл в Джунагарх. На станции ко мне присоединился еще один святой отшельник. Ночью мы стучались в различные монастыри и храмы, но никто не позволил нам остаться на ночлег. Все люди нас прогоняли. А ведь Джунагарх является древним местом паломничества. В то время как здешние люди продали религию за деньги, погрязли в отсталости, предрассудках и лицемерии. Религия стала для них предметом торга. Они уничтожили прежние моральные законы и установили свои собственные. В тот день я понял, что здесь нет приюта для истинной веры. Он существует лишь для тех, кто не видит разницы между религией и бизнесом. Они хотят получить от храмов, ашрамов и мест паломничества как можно более высокий доход. Как долго эти мошенники будут продавать нашу культуру и наши традиции? Как долго
будут одурачивать людей, прикрываясь религией и интересами человечества. Сегодня у меня не было одежды, не было и никаких принадлежностей. Как знать, скольким беспомощным отшельникам, таким же, как и я, придется провести ночь на обочине дороги, замерзая от холода? А разве основатели этих монастырей не могли приберечь местечко для нас? Ведь не все странствующие отшельники – воры и мошенники. Почему за ошибки нескольких нечестных людей приходится расплачиваться всем остальным? Неизвестно, очистит ли время их от заблуждения, но смерть, вне всякого сомнения, лишит их всех тех материальных благ, которыми они так гордятся. Я решил, что проведу ночь в движении и начал взбираться наверх. По дороге я встретил отшельников, которые грелись вокруг жаровни, но посидеть вместе с ними не удалось. Вместо просада они раздавали ругательства и проклятия. Тогда я продолжил свое восхождение наверх. Через некоторое время один отшельник преградил мне путь. Это был вишнуитский святой, у которого были очень длинные волосы. Сам же он был весь обмазан пеплом. Святой отвел меня в свою хижину. Внутри горел огонь, 3 отшельников готовили пищу. Он пригласил меня разделить с ними трапезу и провести ночь под одной крышей. Я в то время уже почти не ел. Я принял немного пищи в качестве просада. Это было блюдо из баклажанов. Потом я выпил воды. После еды все отшельники собрались вокруг пылающей жаровни. Через некоторое время пришел Мони Баба. Несмотря на то, что ему было уже очень много лет, несмотря на то, что его волосы и борода стали совсем седыми, он был по-прежнему здоровым, бодрым и веселым. Как только он вошел, то тотчас же припал к моим ногам и заплакал. Мне не оставалось ничего другого, как смотреть то на него, то на остальных отшельников. Эти люди, в отличие от меня, хорошо знали, кто это такой. Но тело и глаза отшельника говорили сами за себя. Это был известный Джунагдхари отшельник, живущий в удаленной пещере вместе с 2 своими учениками. Он сидел и смотрел прямо на меня. Потом провел надо мной руками, словно считал всю информацию. После этого отшельник жестом пригласил меня выйти. И я улыбался про себя, потому что понимал смысл всех его движений. Баба казался совершенно счастливым. Потом он достал клочок бумаги и карандаш и начал что-то писать. Он написал: «Это великий йог. Он овладел энергией кундалини. Он последователь Адвайты. На него нисходит безграничная сила,
учителей, и его имя Капил Адвайт. На нем благословение, потому что он находился вблизи таких учителей, как великий Хари Баба и Горакшанатх. На своем пути он получил удивительный опыт, и я много раз приветствую его. После того, как все уснули, Мони Баба довольно долго беседовал со мной. Он рассказал мне о свете души и об энергетических волнах, которые исходят от человеческих мыслей. Он ушел, когда ночь уже уступала место утру. И я сидел у жаровни и смотрел на далекие горы. И вдруг я увидел, что хижина осветилась необычным светом. Я не пошел на этот свет, но созерцал, как в ореоле света стоит юноша. Несколько мгновений я смотрел на это чудо, совершенно потрясенный. Потом я подбежал к нему и упал в ноги. Вы можете себе представить, какой это был удивительный момент. Прекрасные руки этого юноши подняли меня с колен, и он сказал: «Иди, продолжай идти, время наступило». Внезапно свет, исходящий от юноши, исчез, да и сам он растворился в пространстве. И я не знал, смеяться мне или плакать. И я стоял потрясенный явлением этого юноши, так похожего на Даттатрею, специально для меня, сошедшего с небес, и не мог пошевелиться. Никогда не думал, что со мной произойдет что-либо подобное. Неужели это награда за мои поступки в предыдущих воплощениях? Но все это произошло так быстро, что казалось чудесным сном. Там был и покрытый священным пеплом Баба Гаупалас-Джи. Он видел, как божественный свет исчезал, и тоже от изумления прирос к своему месту. Он с потрясенным видом смотрел на меня. Тогда откуда-то снаружи раздался голос: «Иди, Капил, уже наступило утро». И я попрощался с Гопалдасом Джи, забрал свою шелковую накидку и отправился в путь. Когда я достиг у храма богини Амбы, то первые лучи солнца уже начинали проглядывать между вершинами гор. Из храма выходило очень много народа. Многие люди приходили сюда, совершив паломничество к Даттатрея Чаран Падука. Тогда ко мне подошла группа молодежи вместе с одним отшельником. Они сели рядом. Юноши и девушки были родом из Гуджарата, но сейчас все они жили в Танзании. Они очень хотели научиться у меня йоге. Некоторое время я отвечал на их вопросы. Они попытались уговорить меня поехать с ними. Увидев такой глубокий интерес к йоге, я посоветовал им отправиться в Ганешпури к Свами Муктананде. Они разузнали у меня, как туда добраться, и я знал, что Свами Муктананда – это именно тот человек, который направит их на правильный путь.
Глава 12. Маджнун Баба. Я нанес себе на лоб тику священным пеплом и отправился дальше. Через некоторое время я встретил юношу, который что-то искал. Он казался не совсем нормальным. Как только я приблизился к нему, то он вытянул руку вперед и остановил меня. Потом он нарисовал на дороге 3 линии и велел мне не заходить за них. Таким образом, он остановил всех путников, которые шли по дороге в обоих направлениях. Собралась толпа. Многие называли юношу сумасшедшим, но никто не осмелился пересечь нарисованные им линии. Тогда 2 отшельника Нага со словами «Что за чепуха?» попытались пересечь эти линии. Юноша закричал «Остановитесь!», но они не послушались. Как только оба пересекли линии, то тут же побежали оттуда с криками «Огонь! Огонь!». Их подошвы обгорели. Все люди испугались и начали поклоняться юноше, предлагать ему деньги. Предложенные деньги он отшвырнул на землю. Потом подошел ко мне и сказал: «Знаешь, Баба, что я ищу в этих горах?» Эта местность называется Гирнар, и она известна тем, что здесь обитает множество просветленных. Здесь можно увидеть сотни пещер, в которых они живут. Но я не вижу ни одного святого отшельника и ни одной пещеры. И я молча посмотрел на него. Может, он и не сумасшедший, но почему привязался ко мне? Мне показалось, что в этом юноше скрыта какая-то тайна. И я еще раз посмотрел на него и велел ему идти со мной. И я приблизился к черте. Оба отшельника начали мне кричать, чтобы я не ходил, что там огонь, что сумасшедший юноша что-то там устроил. И я, стоя рядом с чертой, поднял пригоршню земли и попросил ее мне помочь. И я поочередно бросил землю между 3 линиями и продвинулся вперед. Тогда юноша бросился ко мне и заключил меня в свои объятия. Он сказал: «Если я пойду с тобой, то и ты иди со мной». И я отправился в сторону Чаран-Падука, а юноша шел за мной по пятам. Люди побежали за нами, окружили со всех сторон, захотели помешать, но я не остановился. Для того, чтобы избавиться от толпы, я начал взбираться на ближайший холм. Прошло немало времени, но когда я обернулся, то увидел, что юноша следует за мной. Толпа осталась позади. Я сел на камень и начал размышлять о юноше. Он же подошел ко мне и сел рядом. Когда я стал разглядывать его лицо, пытаясь прочитать там ответы на мучающие меня вопросы, он рассмеялся. «Зачем вы беспокоитесь обо мне? Время само даст ответ и расставит все по местам». И я продолжил взбираться на гору. Она была расположена между горок Дгуни
и Чаранпадука. Я шел, казалось, к какой-то невидимой цели. Куда именно, я и сам не знал. Неожиданно мы обнаружили вход в пещеру. Юноша подбежал к ней, начал плясать и смеяться, как ребенок. Нашлась пещера, нашлась. Он захотел войти вовнутрь, но я его остановил. Мы сели на пороге пещеры, и тут я почувствовал страшный голод. Вдруг юноша говорит: «Махарадж, я ужасно хочу есть». Удивительно, что мы с ним одновременно проголодались. К тому же прошло совсем немного времени с тех пор, как я последний раз принимал пищу. Я велел юноше караулить меня у входа в пещеру, а сам зашел внутрь. Пещера была очень большой и глубокой. Она разделялась на две части. Внутри ничего не было видно. Внезапно прямо к моим ногам подкатились 2 кокосовых ореха. Я взял их и начал продвигаться вглубь пещеры, поблагодарив невидимые силы за помощь. Через некоторое время мне показалось, что кто-то отнимает у меня один из кокосовых орехов. И я ослабил хватку, и тотчас же один из орехов был вырван у меня из рук. Раздался голос: «Одного ореха вполне достаточно для вас двоих, а другой я оставлю себе. Теперь с тобой, Маджнун Баба, позаботься о нем. На 3-й день я сам приду повидаться с вами, а пока уходите отсюда». Я не стал выяснять, кто это был и откуда доносился голос. Я вышел из пещеры и протянул юноше кокосовый орех. Он достал из-за пояса огромный обоюдоострый нож и спросил меня: «Знаете, отец, для чего мне этот нож? И если бы мать не явила мне свое чудо, я бы с его помощью покончил с собой. Это было мое твердое намерение. Мне мог помочь только тот великий человек, который сумеет невредимым пересечь мои линии. Вчера в Горакдхуне один человек сказал мне, что завтра утром по этой дороге будет проходить великий йог. Я же увидел вас еще перед храмом, когда вы отвечали на вопросы юношей и девушек из Танзании, и решил вас испытать. И произошло именно так, как я хотел». С этими словами юноша разрубил кокос. Мы поели, а после этого начали спускаться в сторону Чаранпадука. Я убедился в том, что это был решительный юноша, но кто же он такой? Ответ на этот вопрос я решил пока не искать. Время покажет. Но в нем была какая-то тайна. Необычной были и его походка, и стиль речи. Его лицо излучало невинность. Иногда он произносил загадочные вещи, а иногда говорил как неграмотный паренек. Я решил не противиться его желаниям. Куда он хочет меня отвезти, что ему от меня нужно, я не знал ответов на эти вопросы. Миновав Чаранпадука и Камандалкунд, мы пришли в Джайнский храм, где и заночевали.
Ночью юноша куда-то отправился, а утром вернулся поздно. Теперь у него был заплечный мешок и сосуд для воды. Потом он пошел на базар и купил там 2 дюжины бананов, большой фонарь, накидку и молоко. Примерно к 10 часам он уже был готов отправиться в путь. Он напоил меня молоком, потом попил сам. Мы наполнили сосуд водой и тронулись в путь. Теперь мы шли через густые леса. Он шел впереди, а я за ним. Посреди непроходимых лесов было озеро. Мы посидели на берегу, отдохнули, съели бананы и пошли дальше. Между собой мы не разговаривали, мы только шли и шли вперед. Для меня все эти тропы были незнакомыми, он же их очень хорошо знал. Постепенно день стал клониться к вечеру, тогда он пошел быстрее. К тому же у нас закончилась вода. Непонятно почему, но в этом лесу нас мучила постоянная жажда. Мы уже переполнились водой, а жажда все не проходила, а вокруг не было видно ни ручья, ни источника, ни озера. Но юноша, казалось, все знал и уверенно шел к одному ему ведомому месту. Цели. Наступил вечер, но мы не останавливались. Теперь юноша шел следом за мной. Возможно, мы уже приближались к цели. Неожиданно я остановился, потому что прямо перед нами прогуливалась старуха, одетая в черное. И я повернулся спросить у юноши, кто это, но он ничего не ответил. И я захотел почтительно припасть к ее ногам, но она отбежала от меня. «Эй, не смей меня трогать, тебя мучает жажда, иди за мной». И она привела нас в хижину. Старуха показалась мне странной. Как это она живет здесь одна посреди густого леса? Видно было, что она йогиня. Незнакомка была окружена своими друзьями, стаей птиц и целым скопищем разнообразных змей. Под деревьями стояло множество кувшинов. В некоторых из них было молоко, в некоторых сладкая вода. Змеи переползали от одного кувшина к другому. Женщина достала воду из нетронутого кувшина. Когда мы попили воды, юноша засмеялся. Старуха обеспокоенно на него посмотрела. Юноша продолжал смеяться, и я ничего не понимал. Когда женщина велела ему замолчать, он захлопал в ладоши. Возможно, все шло так, как он замышлял. Я подал ему знак, и он успокоился. Я стал расспрашивать старуху, где здесь можно расположиться. Нам было нужно такое место, где есть вода. Женщина сначала хотела, чтобы мы остановились у нее, но я не согласился. Тогда она привела нас под большое дерево, которое росло у речушки.
Когда я стоял рядом с деревом, то почувствовал, что со мной происходит удивительная метаморфоза. Я начал дрожать, как осиновый лист. Посмотрел на крону и увидел там огромного питона, который тоже смотрел на меня. Когда наши взгляды встретились, он отвернулся и переполз на другую ветку. Старуха вздрогнула, а юноша засмеялся. Потом они переглянулись, и старуха тоже засмеялась. Теперь забеспокоился юноша. И я взглянул на дерево. Питон наклонил голову вниз и смотрел на нас. Что это за удивительные события? Я ничего не понимал. Старуха, смеясь, сказала: «Это дерево уже сотни лет хранит множество тайн. Под ним долгое время предавался аскезе один отшельник. Но потом питон проглотил этого отшельника. Потом сюда пришел его ученик. И я запретила ему здесь оставаться, но он меня не послушался. Через несколько лет, в безлунную ночь, питон и его сделал своей добычей. Да, под этим деревом происходили удивительные события. Под ним иногда был яркий свет, а иногда стоны боли и крики отчаяния. История этого дерева очень древняя. Глядя на него, можно узнать прошлое. Однажды здесь был еще один отшельник, но в безлунную ночь он еле-еле избежал смерти. Его тоже чуть не съел питон. Сегодня ты пришел сюда. Мне бы хотелось, чтобы ты остался со мной. Здесь у меня есть все для удобной и приятной жизни. Но зря ты привел сюда этого юношу. Сегодня не останавливайся здесь, потому что сегодня тоже безлунная ночь. И я поблагодарил старуху за то, что привела меня сюда, и попросил ее удалиться. Она ушла. Я обошел вокруг дерева. Потом я набрал в сосуд воды и еще 3 раза сделал обход вокруг дерева. Мальчику я велел принести хвороста и найти удобное место для ночлега. Недалеко от реки были заросли бамбука. Это место показалось подходящим, и я помог юноше нарубить хвороста. Потом я совершил омовение, и мы разожгли костер. Я велел юноше провести вокруг нас защитную линию. Он сделал это, но заметил: старуха может нарушить ее. Сегодня безлунная ночь. Старуха и питон сегодня ночью сеют смерть. Не знаю, что у них связано с безлунной ночью. Я и есть тот отшельник, что с трудом сбежал отсюда. Возможно, старуха узнала меня. Именно поэтому она все время на меня смотрела. Тогда я сделал защитный круг внутри того круга, который он нарисовал, и запретил ему выходить за его пределы. Ночь становилась все темнее и темнее. Мы сели в ожидании. Юноша стал рассказывать об удивительных событиях,
которые произошли с ним здесь несколько лет назад. Потом я обратился к матери из Каличаура с просьбой защитить нас. Стал во все стороны распространять свои ментальные волны. Мысленно попросил гуру о помощи. После этого я совершенно успокоился. Юноша достал фонарь. На небе промелькнул отблеск света, похожий на молнию, и исчез в зарослях бамбука, которые были прямо у нас над головой. И я посмотрел наверх и почувствовал на себе ее благодатный взгляд. Я со всех сторон защитил себя и юношу и уже не переживал ни о чем. Вдруг с юга подул сильный ветер, и деревья зашевелились. Юноша стал светить фонарем, но ничего не было видно. Это все проделки старухи. Юноша сказал: она часто делает своими жертвами странствующих отшельников, а питон – это ее учитель. По ночам он превращается в питона и ползает по дереву, а днем становится человеком и выполняет все положенные религиозные обряды и приносит жертвы. Раз в году он приносит особую жертву. Он и со мной хотел так поступить, но я спасся благодаря милости Ганда-бабы. Именно в ту ночь он проходил мимо этого места. Эти отвратительные действия я наблюдаю уже 3 года. Я хотел положить им конец, но сам чуть не попался в ловушку. И я принял решение, что не успокоюсь, пока не покончу с этими копаликами. И я уехал в Дели, но каждую безлунную ночь мысленно переносился сюда и спасал тех, кого они хотели принести в жертву. Вы удивитесь, наверное, потому что для этого мира я умер уже сотни лет назад. Моя гробница в Дели является объектом всеобщего поклонения. Но я с тех давних пор жду удобного случая. Да, я не смог ее убить, но и не позволил ей творить свои темные дела. Вчера мне во сне явился Мауни-баба и сказал, что наконец-то пришел тот, кого я всегда ждал. Конец этих нечестивых людей близок. Пока он все это рассказывал, показались 12 светильников, которые начали к нам приближаться. Все это были змеи, и их капюшоны светились, подобно светильникам. Старуха шла вслед за ними. В ее руках были нити, на которых были привязаны змеи. Она была одета в черное и погоняла змей, как возничий на колеснице. В руке у нее был трезубец. Этот трезубец тоже обвивала змея. Когда старуха остановилась, змеи тоже остановились. И я разжег костер еще сильнее. Старуха распустила свои волосы. Вдруг послышалось мычание множества диких буйволов. Они окружили старуху. Старуха покрутила свой трезубец в воздухе и бросила его озимь. Трезубец упал прямо на линию, которую прочертил юноша.
Он загорелся и начал плавиться. Змея тоже сгорела и повисла на трезубце, как веревка. Все змеи поползли вперед, но остановились перед защитной чертой. Старуха стала подгонять буйволов. Они тоже продвинулись вперед и столпились вокруг запретной черты. Тогда старуха сняла с себя одежду. Оставшись полностью обнаженной, она вышла вперед и начала стирать черту. И юноша забеспокоился. Тогда я сказал: «Не бойся. Никто не может пересечь черту, которую я провел. Даже божество не сможет этого сделать». Как только старуха приблизилась к заветной черте и начала понукать змей и буйволов, с востока послышались громовые раскаты, и появился тигр, который набросился на буйволов. Буйволы разбежались кто куда. Тот из буйволов, кто продвинулся слишком далеко вперед, упал и стал биться в конвульсиях. Те же буйволы, что были позади, позорно отступили. Старуха захотела поднять трезубец, но в тот момент неведомая сила выхватила этот трезубец у нее из рук. Кто-то невидимый намотал ее волосы на трезубец и начал избивать. Старуха закричала, стала звать на помощь своего гуру. Но ее гуру ничего не мог поделать, потому что я уже давно обезоружил его. Когда юноша увидел, что старуха ничего не может сделать, он взял немного пепла из жаровни и бросил в сторону змей. Змеи загорелись. Неведомая сила отбросила старуху под дерево. Как только старуха упала, появились яркие молнии, от которых загорелись деревья. Питон упал рядом со старухой и испустил дух. Старуха заплакала, и вот уже языки огня охватили тело питона. Происходила битва между темными и светлыми силами. Тигр молча созерцал происходящее, как безмолвный часовой. Потом все успокоилось. Мы ждали наступления утра. И птицы возвестили нам о том, что утро наступило. К тому времени все уже закончилось. Недалеко от запретной черты стоял тигр и смотрел на меня. Я тотчас же стер защитную линию, поблагодарил тигра за помощь и извинился за доставленные неудобства. Зажег благовония, чтобы очистить пространство. Тигр прорычал что-то и удалился. Мы затушили костер и приготовились идти. Дерево, под которым мы сидели, являло собой жалкое зрелище. Питон полностью сгорел. Та часть дерева, где жил питон, тоже сгорела. Остальная листва пожухла, как будто наступила осень. Отвратительная вонь распространялась очень быстро. Мы поблагодарили все, что было вокруг, и постарались поскорее оттуда уйти. Неподалеку лежала старуха в полусознательном состоянии. Я попытался ее приподнять, и она начала плакать, а потом проклинать меня. Я повторил попытку, но она закричала, чтобы я к ней не прикасался. Тогда я велел юноше поднять ее и перенести в хижину.
и юноша поднял ее на руки и понес. Старуха проклинала и его тоже. Это все его проделки. Это тот самый отшельник, я помню. Сегодня он просто решил нам отомстить. Что же мне теперь делать? Надо уехать куда-нибудь далеко-далеко. Но я не могу бросить своего гуру. Не трогайте меня, я оживлю это дерево. Юноша донес ее до хижины и положил на землю. Я наполнил стакан водой и дал ей попить. Она приняла его без лишних слов. Я нашел в лесу особый корень, растолок его и съел, а потом, размешав его в воде, дал старухе. К ней вернулись утраченные силы. Она сначала села, а потом отправилась в свою хижину и вернулась с мешком, после чего развела огонь и бросила туда этот мешок. Потом старуха разбила все свои кувшины и сосуды. Когда мешок полностью сгорел, она сказала: «Теперь вы можете уходить, а я останусь здесь. Я обещаю, что с сегодняшнего дня больше никогда я не буду обращать в рабство ни птиц, ни животных. Не буду налагать заклятия на духов. Поэтому тот мешок, что достался мне от учителя, я сожгла. Моя жизнь теперь будет проходить в гармонии с природой». Я попросил у старухи прощения за все, что произошло, и она меня простила, после чего мы вернулись в Джунагарх. Всю дорогу я размышлял, что теперь будет с ней. По пути я решил больше не останавливаться в этих краях, поэтому мы сразу направились на железнодорожную станцию. Поезд задерживался, я расстелил на земле кусок материи и прилег отдохнуть. Юноша пошел прогуляться по базару. Я очень хотел спать, потому что был измотан за эти 2 дня и физически, и морально. Я закрыл глаза, но заснуть мне не удалось. Глава 13. Ганда Баба. Передо мной сидел нищий. Он постоянно сплевывал, а плевки втирал в собственное тело. Он сидел прямо на дороге, на куске ободранной тигриной шкуры. Рядом с ним возвышалась куча коровьего навоза, а лежала рваная одежда и ботинки, а также какие-то жестянки. Он постоянно перебирал это грязное барахло. Потом он опять кашлял, сплевывал себе на руку и втирал то, что выплюнул, в свое тело. Иногда он начинал есть навоз, приговаривая: «Ну давай же, будешь есть сладкую джалеби? Это горячая и вкусная джалеби». Потом он начинал ругаться, как сумасшедший. Прохожие, скривившись от отвращения, обходили его стороной. Некоторые плевали в его сторону. И я наблюдал за ним довольно долго, надеясь разглядеть в нем необычную личность. Ведь он делал все это нарочно для того, чтобы отгородиться от общества. И я зачерпнул в ладонь немного воды,
создал намерение и окропил этой водой нищего. Некоторое время он только ругался, но прекратил вести себя как сумасшедший. Потом он поднял с земли потертую тигриную шкуру, перенес ее ко мне поближе и уселся на нее. Он начал говорить: «Время – это и есть истинное движение. Именно оно несет в себе перемены. Человек – это просто машина. Неизвестно, когда заглохнет у обочины дороги. Маджнун так долго ждал тебя и нашел. Где же он?» Нищий осмотрелся по сторонам, и я сказал, что юноша, который был со мной, отправился на базар. Тогда нищий засмеялся. «Теперь он не вернется, ведь ты выполнил то, что он намеревался сделать уже сотни лет. Необходимо было убить этого питона, потому что уже долгое время горы Гирнара были для людей настоящим проклятием. Мы вдвоем ждали тебя с тех пор, как ты появился в Южной Индии, но ты все время куда-то бежишь, повесив мешок адвайты через плечо. Вот и сейчас ты хочешь убежать. Иногда ведь нужно обернуться назад. Мы так долго тебя ждали, а ты снова хочешь нас покинуть. Не уходи, ты нам нужен. Мы должны вместе с тобой пройти по многим дорогам. Зачем ты постоянно усложняешь себе жизнь? Зачем жить, постоянно оставаясь рабом обстоятельств? Я ждал твоего появления на многих перекрестках своей жизни. Теперь уже не отпущу тебя и поеду вместе с тобой в Бомбей. Маджнун до сих пор не вернулся и уже не вернется. Наверное, он сбежал от тебя. Ведь он настоящий пройдоха, постоянно ускользает. Иногда он надевает на себя пуштунский костюм, какие носят в Афганистане, и беспрепятственно гуляет по арабским кварталам. Иногда он разгуливает по Дели. Я прекрасно знаю его. Посмотри, он оставил тебе немного денег. Купи билеты для меня. У меня были деньги только на один билет, да и то до Самнатха, а я хотел ехать в Бомбей. На эти деньги мы доехали с ним до Сурендра-Нагара, а там Баба достал еще. Мы продлили свои билеты до Бомбея. О Маджнуне не было ни слуху, ни духу. В тот же вечер мы приехали в Бомбей и направились к Биндре домой. Увидев нас, он начал танцевать от радости. Я сразу пошел отдыхать в свою комнату, но Баба опередил меня и, подбежав к двуспальной кровати, с размаху на нее плюхнулся. «Капил, я буду отдыхать здесь, а ты иди куда-нибудь в другое место. Скажи Биндре, чтобы позаботился о моих нуждах. Мне с твоей помощью нужно много от него получить и многое ему дать. Я тоже хочу поспать на матрасе фирмы Данлоп, ведь в мое время его еще не изобрели. Ох, Капил, как приятно, какой хороший матрас!» «Теперь мне понятно, почему ты постоянно приезжаешь в Бомбей», – заявил он. Вечером я позвал Бакши и пошел спать к нему домой.
Однажды мне захотелось встретиться с Раджнишем и поближе познакомиться с его философией. Ведь у него свой собственный, совершенно уникальный путь. Он хочет увлечь молодежь своими современными, исполненными революционного духа воззрениями. Раджнишу и всем, кто идет с ним рука об руку, всегда сопутствует успех. Но он не сможет добиться постоянного статуса для своих идей. Их влияние исчезнет вместе с ним. На следующий день я отправился в Андхери, чтобы увидеть Саи-Бабу. Там была огромная толпа людей. Я попытался пробиться к нему сквозь толпу, но его последователи не позволили мне этого сделать. Да и сам Баба не подозвал меня. Пришлось мне возвращаться ни с чем. Да, существовала большая разница между прежним Саи-Бабой и Саи-Бабой нынешним. Я про себя решил обязательно встретиться с ним впоследствии, но он не отвечал на мои послания и не звал меня к себе. Тогда я навсегда оставил эту затею. Несколько дней я прожил в Бомбее. Однажды Баба увязал книги в связку, завернул их в обрывок тигриной шкуры и был готов отправиться в путь. Биндра останавливал его, но Баба был непреклонен. И тут пришел я. Увидев меня, Баба швырнул связку озимь. «Проклятие на тебя! Ты что, меня караулишь? Как ты узнал, что я хочу уйти?» Ну ладно, значит, все-таки существует человек, который думает обо мне. Накануне Баба выпил дюжину бутылочек вина, съел в доме все мясо и плюс к этому всю ту еду, что была приготовлена в доме. Его сильно тошнило. Всю ночь он провел в туалете, а к утру, освободившись от всех остатков пищи и напитков, был готов к путешествию. Биндра, соединив руки перед грудью, умолял его простить, если он допустил какую-то ошибку, на что Баба хлопнул Биндру по спине и благословил на будущий успех, сказав: «Ты с ума сошел? Что ты так переживаешь? Я ведь ничего не ем и не пью, а сделал это лишь для того, чтобы доставить тебе удовольствие. Не видел разве, что я утром от всего этого уже очистился, а ты собственными руками все это убирал. Богиня богатства Лакшми воздаст тебе за твою доброту, а мы едем в Дели. Купи нам 2 билета». Биндра принес нам 2 билета в спальный вагон в кондиционированном купе. 3 дня мы ехали с ним вместе в поезде, а прибыв в Дели, отправились прямиком к Бабе Бергири. Когда мы пришли туда, Ганда Баба взял на себя все дела по дому. Он сам готовил пищу и угощал меня и Бабу Бергири. И он стирал мою одежду. Я хотел ему помочь, но он не позволял мне ничего делать. Однажды я встретил Индраджита Синха Сандхи, с которым познакомился в Бомбее, где жили родители его жены. Он был зятем Сардара Бхаган Синга, который являлся крупным продюсером на бомбейских киностудиях и занимался транспортным бизнесом. В Бомбее Индраджит часто делал ставки на скачках. Однажды он не послушал меня, когда я уговаривал его этого не делать, и потерял сотни тысяч рупий. После этого я посоветовал ему не ехать на машине,
Но он поехал и попал в аварию. Правда, я подоспел на место происшествия и спас его. Он был связан с мафией и в основном жил в Дели. Он был сыном Харбхаджана Сингха Сандхи, который владел компанией Old Motors Unions. У Харбхаджана Сингха был еще младший сын, который часто был не в себе. Когда я его излечил, то ко мне зачастил его отец. Однажды в местный храм приехал Непали Баба, который считался по-настоящему просветленным и обладающим сверхъестественными силами человеком. Вместе с ним приехали около 50 отшельников-нагов, храмовые служители и миряне. Биргири Баба хотел принять их со всеми возможными почестями, и тогда Харбхаджан Сингх Сандхи все организовал как надо. Но Ганда Баба почему-то тихо сидел в уголке. Потом Непали Баба уехал в Харидвар на Кумбхамелу. Тогда Ганда Баба сказал: «Пайлот, поехали, мы тоже поедем в Харидвар, мы должны быть там». Через несколько дней мы прибыли в Харидвар на машине Харбхаджана Сингха вместе с ним и его семьей. А у Индраджита мы взяли фотоаппарат и магнитофон. Мы остановились там на несколько дней. Рамаватар Гири и Атмананда Гири, которые были здесь уважаемыми людьми, со всеми меня познакомили. Тогда зашел разговор о Гитти Бхарати Махамандалешваре. Она добилась того, чтобы одного из отшельников посадили в тюрьму, обвинив в воровстве. На самом деле он ничего не крал, но все боялись взять на себя ответственность и добиться его освобождения под залог. Человек, который был ответственен за безопасность на Кумбхамеле, Шиврадж Сингх, был моим хорошим знакомым. Были у меня и другие высокопоставленные друзья, но я обошелся без чьей-либо помощи, только при содействии Аватара Гири. Тот освобожденный Баба стал жить в моей палатке. Слухи об этом происшествии распространились подобно лесному пожару. Чем мне могла навредить Гита Бхарати в духовном или социальном плане? Я принял этот вызов, продолжал жить, как ни в чем не бывало. Познакомил Мурливали Бабу с нагами, а меня познакомили с Бал-йоги. В те дни он нарушал все правила поведения. Целыми днями курил гашиш и другие наркотики вместе с нагами. Совсем рядом текла священная Ганга, но он на нее так ни разу и не взглянул. Он не вставал ни в туалет, ни в ванную, все сидел на одном месте. Иногда слушал магнитофон. Почти все отшельники говорили о нем плохо, ругали его последними словами. Но из-за меня его не выгнали. Иначе бы это сделали уже давно. Для него не было ничего святого. Он любого мог ногой ударить, если хотел, чтобы ему доставили курево и еду. Он начал часто приходить ко мне. Что же касается Мурливали Бабы, то он показывал свое искусство. Играл на табле, ситаре и флейте,
и своими мелодиями очаровывал сердца людей. Сам он был из Хальдвани, и я давно его знал. А Ганга Баба постоянно смеялся. Постепенно приближался главный день Кумбхамелы с участием колесниц и паланкинов. К этому дню серебром, золотом и всевозможными атрибутами украшали колесницы и паланкины. Собиралась целая процессия нагов, но все беспокоились из-за слишком жаркого солнца. Процессия должна была пройти очень долгий путь. Многие в толпе боялись упасть, сраженные солнечным ударом. Постепенно процессия приобретала стройный и гармоничный вид. Люди шли в соответствии со своим положением и своей принадлежностью к определенной общине. Все наги шли ровными рядами по трое. Солнце начало показывать свой крутой нрав. Тогда Ганда Баба спросил: «Эй, Пайлот, пойдешь или нет? Но солнце устроит отшельникам хорошенький экзамен. Неужели ничего нельзя сделать?» Я согласился помочь. Тогда он сказал: «Ладно, хочу, чтобы и ты запомнил меня». После этого он поднял руки к небу и 3 раза громко закричал: «А! А! А!». Сразу же на небе появились 3 облачка и накрыли участников процессии благодатной тенью. Везде был яркий солнечный свет, а над процессией тень. Тогда Ганда Баба поднял обрывок своей тигриной шкуры и произнес: «Ладно, я пойду, меня зовет Чандика. Пойду на берег реки Нармады. Встретимся потом, я здесь больше не нужен». С этими словами он ушел. Со всех сторон раздавались крики: «Задержи его, задержи его! Это великий человек!» Но Баба растворился в толпе, и никто не мог его найти. Когда процессия прошла мимо, облака ушли вместе с ней. Воздух гудел от выкриков: «Бом-бом Махадев! Хар-хар Махадев!». Люди обсуждали удивительное чудо, явленное Бабой. Другие сожалели, что не смогли распознать его истинное лицо, а только осыпали проклятиями. Ведь это был великий отшельник с берегов реки Нармады. Он совершенно не заботился об общественных приличиях и о своем физическом теле. Он обитал в других, высших сферах. Ганда Баба ушел, но оставил о себе удивительную память. И только я один достаточно близко знал этого человека. Его имя было широко известно, но мало кто мог узнать его в лицо. Люди стали подходить ко мне и расспрашивать о нем. Я тоже решил уходить отсюда. Мне больше нечего было здесь делать. Мне больше нечего было здесь делать, а без Ганды Бабы стало грустно. Я вернулся в Дели, где столкнулся с Бал-йоги. Один раз он отвел меня в Дальтонгандж-вихар, где проходило грандиозное религиозное собрание. Я увидел там, как торгуют религией, лицемерно прикрывая словами о высоких материях. Увидел, как грабят и обманывают наивных, доверчивых крестьян. Я уехал оттуда в Музаффарпур, а потом в Патну.
но после разговора с Джайпракаш Нараяном вернулся обратно в Дели. Мне нравилось жить в хижине Биргири Бабы. Теперь у меня возникло желание вновь увидеть Найниталь, ведь я так долго был лишен созерцания Гималайских гор. К тому же жара в Дели становилась невыносимой. Но Биргириджи не хотел меня отпускать. Однажды я возвращался из Джама-Масджид в Дарьягандж через Субхаш-парк. Недалеко от моста была автобусная остановка, где под навесом, спасаясь от палящего полуденного солнца, уже собралось много народа. Как только я приблизился к остановке, кто-то позвал меня по имени. Я оглянулся – никого. Потом снова раздался голос: «Эй, Баба, я здесь!» А люди сказали, что меня зовет оборванный старик. Они недоумевали, что у меня, у молодого, одетого на современный лад отшельника в шелковой накидке, может быть общего с тощим и старым нищим стариком. Я тоже удивился. Старик был очень дряхлым, уже стоял одной ногой в могиле. Он был одет в неимоверно грязные лохмотья и стоял, прислонившись к остановке. От него исходил такой запах, что люди отодвигались подальше. Он снова позвал меня: «Пайлот Баба, иди сюда». Его голос был звучным и красивым. Он произвел на меня впечатление. Я подошел к старику, почтительно сложил руки перед грудью и спросил: «Баба, зачем вы меня звали?» Старик очаровательно улыбнулся, а потом сказал: «Помой меня», и снова заулыбался. Я застыл пораженный. У него были такие красивые белые зубы, как будто у совсем молодого человека. Я тотчас же принял решение и занялся организацией его омовения. Старик вздохнул: «О Аллах, пусть пошлет тебе святой человек 1000 милостей». Я попытался подозвать разносчика воды, но он не согласился. Пришлось мне самому купить воду и стакан и мыть старика собственными руками. Не успел я даже начать, как от Джама-Масджид прибежал светлолицый паренек и спросил, не нужна ли мне помощь. Я согласился. Мы вдвоем помыли старика. Люди наблюдали за этим действом, смеялись надо мной. Грязь его тела запачкала мою одежду. Я завернул его в одну из своих накидок и усадил в чистом месте. Потом спросил, как он себя чувствует. Многим людям было отвратительно это зрелище. Я почистил водой свою одежду и собрался уходить. Старик попросил принести ему 2 пачки самокруток биди и спички. Я все принес, как он просил, и старик искренне меня поблагодарил. Потом он показал мне свои ладони. Линии на обеих ладонях были совершенно идентичны. С улыбкой старик возложил руки мне на голову, благословил и сказал, что завтра встретится со мной рядом с мечетью Джама-Масджид. Он разрешил мне идти, но я на полпути решил вернуться. Когда я снова оказался на остановке, старика нигде не было. Люди толпились там по-прежнему. Не было и повозки разносчика воды.
по виду остановки и окрестностей нельзя было сказать, что кого-то здесь совсем недавно мыли. Баба исчез, а я вернулся в Шантиван и какое-то время думал об этом происшествии. Потом пошел в хижину. Некоторые люди последовали за мной туда. Но что я мог им сказать? Смеясь, отмахивался от их вопросов. Когда ночью я рассказал Биргире Бабе об этом происшествии, то он сказал: «Да ладно, это точно был Маджнун, Маджнун Баба. Он любит такие проделки и завтра встретится с тобой, но в каком-нибудь другом обличии. Когда он жил с тобой, то потратил на тебя свои средства и теперь возвращает их, попросив тебя купить ему биди и спички. Он прислуживал тебе, поэтому и организовал для тебя этот тяжелый экзамен, проверить, готов ли ты к служению. Он постоянно так делает. Иногда и меня вводит в заблуждение». Если он считает, что ты еще не до конца вернул ему долг, то завтра еще что-то у тебя потребует. Переведи же его завтра сюда. Я уже рано утром отправился в мечеть Джама Масджид. Прогуливался недалеко от входа. Через некоторое время вчерашний парнишка положил мне руку на плечо. В этот раз он был одет в великолепную одежду, сшитую по последней моде. «Ишь ты, какой сегодня модник!» – сказал я, схватив его за ухо. «Куда же подевалось все твое сумасшествие?» Он начал жалобно хныкать, потом засмеялся. «Эй, отец, отпусти, а то старуха придет!» Мы оба засмеялись. Я расспросил Маджнуна о вчерашнем происшествии, и он сказал: «Я специально все это проделал. Пусть жители Дели знают нас, отшельников, но вы-то на все были согласны». Я вообще-то удалился, когда появился Ганда Баба. Он очень жесткий человек и может сильно досадить. Я стараюсь держаться от него подальше. Я увидел его и сразу же сбежал. Потом я точно знал, что мы с вами встретимся здесь. Я вернулся к старухе, ухаживал за ней, и теперь ее не узнать. Она построила себе хижину под деревом, где жил питон. Ладно, пойдем на наше святое место. Мы вдвоем отправились на гхат реки Джамны. Отсюда была видна священная гробница. Когда-то я пребывал здесь, в физическом теле. Сидел во дворе мечети, как мусульманский отшельник, сказал он. Но потом я полностью отринул материальный мир и погрузился в мир внутренний. Жить в тонком мире мне не очень понравилось, поэтому с тех пор я так и путешествую по миру. В чем разница между мною и тобой? Раньше между нами не было никакой разницы. Она появилась, когда ты получил физическое тело, и ты запутался. Я не запутался, и Ганда Баба не запутался. Беседуя таким образом, мы гуляли вместе с ним до самого вечера. Затем вернулись в хижину. Баба Гири узнал Маджнуна и тепло его поприветствовал. Утром Маджнун ушел. Глава 14. Прошлое Бадринатха.
Обычно это происходит так. В жизни человека случается какая-то трагедия или драма, или какое-то другое решающее событие, и он сходит с ума, начинает бродить по улочкам и переулкам. Люди называют его сумасшедшим, дети бросают в него камнями. Человек может также уйти в Гималаи. В такой ситуации стирается грань между жизнью и смертью. Иногда и я проводил несколько дней с людьми из собственного прошлого. Иногда я останавливался на своем пути. Объединяя в настоящем моменте и прошлое, и будущее, я тоже шел на компромисс с природным мироустройством. Иногда меня навещал Вирендра Саптаник, иногда приходил Раджендра Бхарати или Чопра. Я удивлялся странностям характера правителя Массури Кераха Пратан Синха или помогал в политической борьбе Камкхьян Нараян Синху. С Махараджей Кишангарха Сурендрой Синхом и Викрамом Синхом ходил на охоту. Иногда мы собирались все вместе и отправлялись в Кашмир наслаждаться природными красотами в Чамбу, Дальхузи, Дарджилинг, Массури и Найнитал. С этими местами связано много прекрасных страниц моей жизни. Но когда я принял саньясу, то перестал встречаться с ними так же часто, как раньше. А Раджендра Бхарати заболел, и я приехал в Харидвар повидаться с ним. Через некоторое время туда прибыл и Вирендра Саптаник. Тогда я выразил желание отправиться в Бадринатх. Раджендра Бхарати не смог поехать из-за своей болезни, и я поехал туда вместе с Вирендрой Саптаником. 3 дня мы просто гуляли, но почему-то нам было этого мало. Мы столько удивительного слышали об Бадринатхе, но не увидели там ничего подобного. Казалось, что мы приехали не в священное место, а выбрались на прогулку в горы. Все здесь было устроено на потеху публике. Духовностью и верой торговали на базаре. И это тот самый Бадринатх, о котором говорили великие просветленные. И я не верил, что мы находимся в Бадринатхе. Я испытывал отвращение, разочарование и грусть. На 4-й день мы отправились в Васундхару. На 5-й день я послал в окружающее меня пространство мысленные волны, что если поблизости есть какой-нибудь святой человек, пусть даст нам знать. Можно сказать, что я бросил вызов всем святым отшельникам, обитающим в Бадринатхе. Что мне оставалось делать? И я был просто вынужден так поступить, потому что не хотел считать, что описание этого места в священных шастрах и пуранах совершенно не соответствует действительности. Вставал вопрос о доверии к священным книгам и о моей собственной священной вере. Я достал из чемоданов один из официальных костюмов Вирендры, надел его и сказал: «Пойдем, Вирендра, посмотрим, действительно ли это место
тайное прибежище святых отшельников, или всего лишь символ индуизма, где за бесценок тебе продадут и Бога, и религию. Некоторое время мы сидели в лавочке Бихари Лала Саха, а потом через базар пошли в сторону долины Нилкантха. Ненадолго остановились в Чаран-Падука и пошли дальше по берегу священной Ганги. На дороге было довольно много снега, что причиняло неудобства Вирендре и его жене. Я же привык к тяготам различных дорог и не обращал на это внимания. Мы пересекли речку, вытекающую из ледника, и вышли на открытое пространство. Мои друзья устали. Мы присели отдохнуть на ступенях Ghata. И я прошел чуть дальше, и вдруг вся долина огласилась звуками. «Махатман, Капил, идите туда на север, туда, где склоняются Гималаи, чтобы передать свое послание океану, где Нилкантха гордо возвышается, пытаясь уловить ответ океана». Я остановился и посмотрел в северном направлении. Мимо меня текла священная Ганга. И я увидел внушительную фигуру человека, который стоял на берегу и звал меня. Звуки его голоса оглашали всю долину. У него были длинные волосы, серьги в ушах. Из глаз струился неизъяснимый свет. И йог сидел неподвижно с опущенной головой, словно что-то искал. И его волосы с одной стороны свесились до самой земли. Он приветствовал меня тихой улыбкой. «Идите сюда, здесь вас ждет сама природа, здесь вас ждет и богиня богатства Лакшми, и богиня-покровительница искусств. Почему вы не передали свое сообщение самым надежным способом? Вы могли бы передать его в воде, в священной реке, а из этой воды образуется пар, превращающийся в облака. Облака бегут по небу и передают нам все послания. От океана к Гималаям, от Гималаев к океану. Это лучший способ передавать сообщения. Ведь и сегодня священная Ганга по всей стране разносит послания тех, кто обитает в Гималаях. Вы помогли передать свое послание через священную Гангу, и она бы его нам доставила. Воды священной реки и потоки ваших мыслей дополняют друг друга. Бадринатх находится в Гималаях, а не Гималаи в Бадринатхе. Бадринатх – это просто символ нашей религии и веры. Гималаи – истина нашей жизни. Используйте вашу необыкновенную силу только на благие дела. Нельзя посылать свои мысленные волны во всех направлениях. Вы хотели испытать тех великих отшельников, что живут в Гималаях. Но, пожалуйста, в будущем так не поступайте. Меня зовут Сундарнатх. Мое прошлое и настоящее все связано с Бадринатхом. Я живу здесь в пещере.
Нельзя отрицать существование чего-либо только потому, что оно связано с чем-то другим. Душа связана с телом, она в нем обитает. Нельзя не замечать того, что тело существует, потому что без тела душа не имеет никакой ценности. Так и все в нашей жизни. Например, я Сундарнатх. Я принял это имя для того, чтобы привнести в свое существование систему и упорядоченность, чтобы общество знало, как меня звать. И если убрать имя, то и я словно уменьшусь в размерах. Когда рождается ребенок, он не принадлежит никакой касте, никакой религии. Но когда ему нарекают имя, он соединяется с определенной традицией. Так и я связан с Гималаями и Бадринатхом. Пойдемте в пещеру поговорим. Приняв приглашение Сундарнатха, мы отправились за ним. Его пещера располагалась в тени заснеженной вершины в удивительно красивом месте. Перед входом нас приветствовали яркие цветы. Пещера была просторной, и в ней природа предоставила все самое необходимое для жизни. Баба угостил нас плодами и медом. Потом мы заговорили о достижениях научно-технического прогресса. Куда идет весь этот мир? Разве не в сторону саморазрушения? Мир погибнет из-за неоправданного насилия над природой. Люди добрались уже и до космоса, и до других планет. Они хотят даже энергию Солнца поставить себе на службу, и однажды эта энергия их погубит. Ведь природа дает жизнь, но она же и вправе уничтожить. Вдруг он посмотрел на жену Вирендры, которая утирала глаза кончиком сари. «Эй, дочка, почему ты плачешь? Ты ведь живешь в достатке и роскоши. И несмотря на это, ты превзошла многих в своей щедрости, стала частью созидательных процессов в природе. А рядом с тобой сияют ярким светом такие светильники, как Капил и Вирендра. Но оба они – это и есть ты. Для Капила ты вечный указывающий дорогу маяк, для Вирендры – источник радости и земных наслаждений. Это природа и два ее берега – жизнь и смерть. Но вины природы, вины Пракрити нет ни в чем. Это Пуруша, тот, кто злоупотребляет ее добротой и щедростью, тот, кто ведет ее к гибели и разрушению. Сказав это, Сундарнатх замолчал и начал смотреть перед собой. Потом встал и сказал: «К нам идет Сарвешварананда Джи для того, чтобы встретиться с тобой. Твои ментальные волны дошли и до него». Тут послышался глухой стук деревянных сандалий. Сундарнатх склонился в приветственном поклоне. Я припал к ногам вошедшего. Вирендра со своей женой тоже припали к его ногам. Я почувствовал, что его рука легла мне на плечо. Он благословил всех нас одновременно. Сначала он похвалил мужа и жену за то, что они пришли сюда со мной, а потом заметил:
Уж теперь-то, Махариши Капил, ты поверил в святость Бадринатха? Иди, я обниму тебя, чтобы ты в будущем не посылал больше такие ментальные волны. И я бросился в его объятия. На секунду мне захотелось заснуть там. Баба был очень высоким, совершенно обнаженным и очень худым. На его теле отчетливо выступали все кости, но вид у него был человека, познавшего смысл своей жизни и достигшего всех своих целей. Я Сарвешварананда. Я был человеком, человеком и останусь. Но вот уже 673 года я так и скитаюсь по миру. И до сих пор еще не познал все благие качества тех махатм, что обитают в Гималаях. Перед вами стоит Сундарананда. Он мой современник, но ушел от мира чуть позже меня. Бадринатх для него все. Теперь вы сами убедились, что Гималаи могут говорить. Ладно, садись, разделим вместе трапезу. Сундарнатх принес сахарный тростник и мед. Мы разделили все это между собой и поели, после чего все впятером отправились гулять. Сундарнатх показывал нам различные растения и плоды и рассказывал об их удивительных свойствах. Женщина – это символ чистоты. Ее необходимо ценить и защищать, потому что любая женщина – мать. Иди сюда, возьми и от меня благословение. С этими словами он трижды легонько хлопнул по голове жену Вирендры и, повернувшись, стал от нас удаляться, пообещав на прощание, что мы с ним еще обязательно увидимся. Мы хотели задержать хотя бы Сундарнатха-джи, но он тоже ушел, проводив нас до города. Вернувшись в гостиницу, все легли отдохнуть. Я расстелил подстилку прямо на полу. Вирендра последовал моему примеру. Тогда его жена легла между нами и сказала: «Помните, он говорил, что вы два моих берега?» Я только улыбнулся в ответ. Куда бы ни пошел человек, куда бы ни забросила его жизнь, он в конечном итоге всегда остается между двух берегов. Вирендра сказал, что завидует мне и хочет быть на моем месте, что он может на это решиться, ведь человек способен на все. Его жена возразила, что он никогда на это не решится. И если человек раб обстоятельств и владеет богатством, то общество никогда его не отпустит. Я встал и выключил свет. Комната погрузилась в темноту. Мы втроем думали, каждый о своем. В дальнем храме звонил колокол. Мы постоянно ворочались и не давали друг другу уснуть. Утром муж и жена поднялись поздно. Вот и я посмотрел, как эти люди, привычные к жизни в роскоши, спали на голом полу.
Они оба спали в объятиях друг друга, словно жизнь и смерть наконец-то примирились. Когда они проснулись, то, увидев меня, застеснялись. А мне эти воплощения Пракрити и Пуруши показались прекрасными. Я совершил омовение и все необходимые утренние ритуалы. А потом мы все пошли гулять на берег Алакнанды. Там я увидел стоящего на скале Бабу, который звал меня. Сегодня я был в той же одежде, что и вчера. Мы втроем приблизились к Бабе и прикоснулись к его стопам. Баба сел между двух камней. У него была смуглая кожа, от тела и лица исходил удивительный свет. Он мягко спросил: «Наверное, вы хорошо провели вчерашний день? Порвали путы недоверия и разочарования? Великие люди всегда превращают огонь в живительную прохладу. Сегодня Баба Сундарнатх для нас подобен недостижимой мечте. Его очень сложно встретить, а Бабу Сарвешварананду почти невозможно. Они 3 дня наблюдали за вашими метаниями, а потом вы встретились с этими великими людьми. Я тоже хочу поговорить с вами. Меня зовут Парамананда Удасин. Некоторые называют меня Авадхут. Я странствую повсюду, от Кашмира до Ганготри, Кедаркханда, Бадринатха и ледника Сатапантх. Я часто живу вместе с другими отшельниками в пещерах Тапована, Нанандвана, Лакшмивана. Стараюсь освободиться от прошлой кармы, но пока мне это не удается. Когда вы в сентябре 1978 года придете из Ганготри в Бадринатх, то я встречусь с вами после посещения Тапована и Нанданвана. Тогда мы проведем с вами многие ночи за разговорами и изучениями тонкого мира под звездным небом Гималаев в окружении заснеженных пиков. Мы договорились встретиться вновь и на этом расстались с ним. Вирендра и его жена удивились, глядя на меня. Вирендра прервал молчание. «Ну ты даешь, друг!» Я оглядываюсь назад, в прошлое, и вижу там своего товарища. Но когда я гляжу на настоящее, то не знаю, как к тебе относиться. Назвать тебя своим другом или почтительно припадать к твоим стопам. Но прошлое нельзя уничтожать так просто. Последние дни я все время думаю об этом. Иногда я смотрю на тебя, и по сравнению с духовными богатствами моя жизнь кажется мне бесполезной. Да, друг, мне хочется отринуть свою привычную жизнь и раствориться в твоем мире, но потом я понимаю, что, возможно, моя карма мне этого не позволит. Каждый идет своим путем. Да, Капил, я думаю, что тебе очень повезло. Возможно, это заслуга твоих предыдущих воплощений. Вот почему ты можешь слышать зов Гималаев, а дивные божественные голоса разговаривают с тобой. До недавнего времени я беспокоился о тебе. Мне казалось, что человек, который, подобно тебе, вырос в достатке и роскоши, страдает от отсутствия элементарных удобств. Но сегодня я увидел, что ты, отринув богатство и роскошь, пройдя по шипам и колючкам, достиг своей цели. Я же остался гулять в этом саду иллюзий.
Смысл жизни не в том, чтобы плакать, не в том, чтобы день ото дня становиться все богаче и богаче. Прихода истины можно дождаться, стоя в сторонке от богатства и от мира с его страданиями. Истинная жизнь растворена в гималайском воздухе, но она присутствует и в нашей обычной жизни, стоит за всеми материальными проявлениями. Но есть и неоспоримая истина, что пребывает в Гималаях. Общество преклоняется перед красотой и богатством, а ты от этого всего отказался. Красота для тебя внутри твоих собственных ощущений. Общество разделяет, люди заблуждаются. Но ты, друг, уже не заблудишься. Ведь ты отверг богатство и роскошь, отверг то, к чему я стремлюсь. Я стремлюсь к тому, что следует подарить другим, к тому, что является причиной проклятия. Мой дорогой друг Капил, до вчерашнего дня я блуждал в потьмах. Моя жена была озабочена всей этой ситуацией. Мы обвиняли друг друга, что не попытались тебя уберечь, размышляли об этом и, размышляя, не смогли уснуть. Как может вчерашний прожигатель жизни, любитель дорогих машин, думали мы, вести жизнь отшельника? Нас постоянно мучили воспоминания о прошлом. Все твои вещи мы не трогали, они хранились в том же виде, в каким ты их оставил. Мы надеялись, вдруг ты вернешься. Я снова обрету своего потерянного друга, твои родители своего сына, братья и сестры брата, все остальные товарища. Теперь мы вернемся к себе домой и вновь будем крутиться, как белка в колесе. Но вся эта жизнь кажется подобной сну. Это грандиозный розыгрыш. Но ты остался тем же самым, кем был раньше, то есть человеком. Но ты уже не тот, что был вчера. Изменились твои мысли и чувства. И раньше тебя боялись дикие звери, и сегодня боятся. Но раньше был страх, а сегодня любовь. Капил, то искусство, которым ты овладел, это и есть высшая черта. Ты купаешься в свете собственной души, там, где даже эта черта перестает существовать. За этой чертой начинается Адвайта. И я сегодня хочу припасть к ногам того человека, что овладел этим искусством. А Гималаи – это вечный часовой и веры, и нашей собственной страны. Ты уже умер для этого мира, утонул сам в себе. Ты совершенно изменился и уже не тот человек, что был вчера. И я вновь и вновь прошу тебя поделиться со мной своей бесценной философией, своими знаниями и указать мне правильный путь. С этими словами Вирендра Саптаник припал к моим ногам. В глазах супружеской пары стояли слезы. Эти слезы в течение нескольких секунд тянули меня в прошлое. И вдруг Парамананда Джи положил мне руку на плечо. Я удивился. Вы? Да, это я. Перестань ворошить прошлое. Забудь, что оно вообще у тебя было. Истина – это то, что существует сегодня, сейчас.
Жизнь никогда не оглядывается назад. Жизнь стремится к гармонии и покою. Ты тоже иди в сторону этого последнего предела. Собери все свои воспоминания и иди вперед. На следующий день Баба Парамананда нигде мне не встретился. Лишь утесы на берегу реки напоминали о нем. И еще через день мы вернулись в Дели. Когда Вирендра уходил, я сказал ему на прощание: «Не нужно ждать, положись на время. Оно все устроит наилучшим образом». Собрались также уезжать Камакхья и Сурендра Сингх. Потом настал черед Раджендры Бхарти. Постепенно все уехали. Кто-то раньше, кто-то позже. Так и все уходят из нашей жизни. Нужно оставить это на усмотрение времени. Время все расставит по своим местам. Безграничное небо, дует легкий ветерок. Спускаются очаровательные сумерки. Все вокруг радует глаз. Я лежал на спине и созерцал синеву небес. Тех самых небес, которые я пронзал когда-то своими самолетами. А теперь этот путник смотрит на небо снизу вверх. Его воображение и мысли свободны и ничем не ограничены, перемещаются с предмета на предмет. Это и есть жизнь, поток, который течет между двумя берегами, между жизнью и смертью, между развитием и деградацией. Это постоянные волны, которые ежесекундно возникают и исчезают, стремясь раствориться в вечности. Надежды и чаяния человека сопровождают его только до тех пор, пока общество позволяет ему мечтать именно об этом. Если он идет на компромисс с законами и обычаями той среды, в которой живет. И если общество считает, что эти устремления полезны, то оно поддерживает человека. И если же они идут вразрез с его интересами, то человеку придется испить чашу жестокого разочарования. Общество отвергнет его, и вчерашний мечтатель подвергнется гонениям и унижениям. Окружающие люди сделают его жизнь невыносимой. Так и будет человек идти вперед, то упадет, то поднимется. Ведь, к сожалению, мир не изменишь, и время также неумолимо. Оно не прислушивается ни к чьим жалобам. Человек как игрушка в его руках. Оно по своему усмотрению может вести человека к процветанию или к погибели. Но все эти события не проходят бесследно, словно бы завязываются узелки на память. Эти воспоминания приходят в самый неподходящий момент и надолго не отпускают. Бывает, что человек попадает в необычную ситуацию. Он остается совершенно один, или в его жизни происходят драматические события, когда нельзя ни на кого положиться, кроме самого себя. Именно тогда он может прийти к истинной вере.
Ведь когда чувства человека ограничиваются определенной ситуацией, он начинает размышлять. Он начинает ощущать внутри себя настоящую безграничную силу. Он начинает понимать, что он собой представляет на самом деле. В нем начинает проявляться его истинное «Я». И с тех пор весь мир принадлежит ему. Человек рождается, человек умирает, но оно, его истинное «Я», никогда не рождается и никогда не умирает. Человек – раб обстоятельств, оно всегда свободно. Человек создал такие институты, как государство и общество. Он разграничил понятие времени и направления движения. Человек сам губит себя. Человек – это тело, оно – это душа. Человек создает новую карму. Душа же надевает на себя тело, как одежду. Душа переходит из одного тела в другое, из одного мира в другой. Прошлое спит, будущее бодрствует. Настоящее связано и с прошлым, и с будущим. И прошлое, и будущее растворяются в настоящем. В тот день я тоже качался на волнах своих воспоминаний, то поднимаясь на гребень волны, то опускаясь вниз. Когда Индия еще была единой, я получил это тело на северо-востоке страны. Когда я пришел в это тело, у меня не было еще ни принадлежности к определенной касте, ни к определенной религии. Но когда мне дали имя, это имя соединило меня с определенной кастой и определенной религиозной традицией. Человек, исходя из своих эгоистических интересов и соображений выгоды, изобрел такие институты, как каста, национальность, религия. И вот уже он закован в цепи общественных предрассудков. И на меня тоже взвалили этот груз, чтобы я нес его по жизни. Когда это произошло, я был свободен, наивный маленький ребенок. Но меня заковали в цепи рабства. У меня тогда еще не было права голоса. Я не мог свободно выражать свои мысли, говорить о том, что думаю. Даже о благе своей страны мы не имели права говорить. Религиозные традиции менялись. Иностранцы грабили Индию, и Индия распадалась на части. Не арийцы ограбили арийцев. Сначала страну грабили великие моголы, а потом англичане. Но разве было бы это возможным, если бы мы сами не допустили такой ситуации? История развивается по своим собственным законам. Время подчиняет себе людей. Но ведь по большому счету Земля никому не принадлежит. Живое существо приходит в этот мир, чтобы пожинать плоды своей прошлой кармы. В прежние времена люди обожествляли такие качества, как мужество и героизм. Поэтому власть основывалась на военной силе. Человек мог достичь определенных высот в зависимости от своей храбрости и политической хитрости. Ведь никто не может поднять землю и забрать ее с собой. Люди просто оставляют на ней свой след,
и этот след зависит от конкретной исторической ситуации, от времени и обстоятельств. Сколько людей приходило сюда, сколько ушло. Но страна оставалась на своем месте, неизменной. Я был членом огромной семьи, был вскормлен молоком матери Индии. Я вырос, играя во дворе, созданном Гималайскими горами, и стал защитником неба, надеясь быть полезным своей родине. Прошлое превратилось в воспоминания, но оно не исчезло бесследно, стало частью моей жизни, стало историей. Сегодня, когда я переворачиваю страницы этой книги прошлого, то создается новая история. На вчерашних развалинах я пытаюсь построить новую жизнь. Сегодня я одинок. Я не привязываю себя ни к своей стране, ни к вершинам Гималаев. Сегодня я преодолел все границы и существую в безграничном мире. Из тонкого мира наблюдаю мир безграничный. Я ушел от границ страны и наслаждаюсь объятиями природы. Вместо того, чтобы ограничиваться Гималаями, я путешествую по всему космосу. Теперь я вижу весь мир, и я свободен, как небо. Я и сам становлюсь безграничным, как небо. Я лежу свободный от всех привязанностей и пытаюсь достичь состояния пустоты. Во мне соединились и мое прошлое, и настоящее, и все, чему я научился в жизни. Во мне сосредоточилась вся Вселенная. И именно в этот момент ко мне подходит Пахири Баба. «Ну что, опять гуляешь на развалинах прошлого?» И ведь все в этой жизни мгновенно, временно. Появится на мгновение и снова исчезает. Поэтому, если хочешь жить, всегда иди вперед. Но живи в самом себе. Не пытайся жить в иллюзорном саду этого мира. Ведь в этом саду человеку не дают ни жить, ни умереть. Здесь нет ни настоящей радости, ни настоящего горя. Это просто эмоции. Человек приближается к кому-то, начинает ему доверять, и тот становится его другом, любимым. Это любовь человека, не стоит ожидать чего-то большего. Нужно постоянно пребывать в состоянии блаженства, а не погрязать в заботах о мире и воспоминаниях. Я повернулся и посмотрел на Пахари Бабу, потом сел. Пахари Баба сел рядом со мной. Я сказал: «Разве можно забыть йогу, о которой нам рассказывал Махаватар Баба?» Сарвешварананда тоже говорил о том, что мы не можем полностью избавиться от прошлого и жить только настоящим. Можем ли мы полностью забыть законы древних мудрецов? И есть Пракрити, и есть Пуруша. Существует движение, но без энергии. Без Шакти оно невозможно. Ведь прошлое – это то семя, из которого выросло дерево настоящего. Как же мы можем уничтожить прошлое? Истина смешана с иллюзией. В прошлом заключен зародыш будущего созидания. Простите меня, я не хочу оспаривать ваши убеждения, но скажите мне,
Возможна ли смерть для того, кто не родился? И если же человек родился на свет, то у него есть мать и есть семья. И мы должны уничтожить свое прошлое, забыв о той, что подарила нам жизнь, о той, что показала нам солнечный свет, о той, что открыла нам истинное значение любви, и на этой основе строить свою веру и стремиться к освобождению. Мы все хотим, чтобы мир развивался в духовном направлении, но мы не называем прошлым те древние гимны и молитвы, которые неустанно повторяем. Почему же мать, которая подарила жизнь, необходимо рассматривать как вчерашний день и отвергать его? Все это нужно сделать своим. Это не прошлое, это не привязанность. Я никогда не соглашусь, что нужно покинуть своих и уйти к чужим. Мы должны искать ту истину, которая живет внутри каждого человека. Ту истину, которая присутствует и внутри каждой семьи, и в обществе, и в стране, и во всем мире. Мы не можем найти истину в чем-то одном, отвергнув другое. Наше прошлое – это основа. Наше будущее зависит от прошлого. От него зависят и жизнь, и смерть. Пахари Баба молчал. Потом он велел мне посмотреть на небо. По небу пролетал самолет с включенными огнями. Свет от этих огней был то виден, то исчезал. Самолет шел на посадку, а потом скрылся из виду. Я снова опустил голову, а Пахари Баба сказал: «Этот самолет скоро вернется, сегодня или завтра. Он снова будет пролетать над теми же самыми местами. Есть некая связь, которая никогда не прерывается. Самолет связан с землей и небом. Самолета уже не будет, а земля и небо останутся. Мы должны также двигаться вперед между созиданием и разрушением. Но мы не растворяемся в них. Небо дает простор, земля – постоянство. Мы не хотим никого и ничто забывать. Мы просто хотим усилить те потоки, которые несут живым существам весть о бессмертии. Те потоки, которые текут по воле самых первых йогов. Какая бы ни была любовь, она вечна. Если ты идешь по дорогам жизни, меняя обличье, меняя одежду, это не значит прошлое. Прошлое – это не полюбить кого-то сегодня, а на завтра оставить. Все это часть жизни, бесконечная пьеса. Это не прошлое, это простая последовательность событий, которые вытекают одно из другого. Сменяют друг друга цивилизации, меняются традиции и обычаи. Нас не должно это волновать. Мы должны уничтожить свои мысли и дать направление своему потоку, от тонкого к безграничному. Прошлое не существует само по себе. Это пройденный путь. Вы можете изменить свое прошлое, вспоминая только то, что вам удобно. Но на самом деле изменить следует самого себя.
Необходимо искать истину в себе и позволить ей проявиться. Давайте же именно сегодня изменим направление своего движения. В небе появились первые звезды, а за ними выплыла луна. Над нами расстилалось безграничное небо и словно говорило людям: «Стань великим, будь свободным, как я». Нет никаких законов, никаких привязанностей. Мы всю ночь беседовали, обменивались мнениями. Ночью мы легли на том же самом месте, где уже были когда-то с Бабой Рамдасом. Сегодня я хотел ответить на вызов, брошенный мне обществом, направить происходящие в нем перемены ему во благо. Научно-технический прогресс бежит вперед, а человек еле-еле поспевает за ним. Обычный человек несчастен, он не находит собственного пути в жизни. Политики заняты только удовлетворением своих политических амбиций и утолением своего неуемного аппетита. В наше время религиозных деятелей сложно отличить от политиков. Вся политика строится на обмане и мошенничестве. Процветает лесть и подхалимаш. Религиозные деятели поступают точно так же. Отшельников никто не уважает. Люди предпочитают поклоняться обманщикам и мошенникам. А раньше религия была дорогой к просвещению, а сегодня стала способом достичь богатства. Раньше политика базировалась на религиозных принципах, а сегодня религиозные деятели прибегают к помощи политиков. Религия превратилась в предмет торга. И вот в такой ситуации нам нужно идти вперед. Духовность может стать маяком для современной науки, если ученые позволят этому произойти. Но ученые не готовы признать того факта, что они тоже могут заблуждаться, поэтому и отвергают духовность. Я научил Пахари Бабу входить в состояние самадхи. Через несколько дней он пребывал в нем. Сколько раз потом я сам входил в это состояние. Однажды долгое время находился в стеклянном резервуаре, из которого предварительно был выкачан воздух, а в другой раз многие недели оставался под водой. Этими поступками я заставил современных ученых задуматься. После этого разговора мы с Пахари Бабой вновь отправились в Гималай. Om Gangadharay Shiva Gangadharay Har Har Bhole Namah Shivaya. Om Gangadharay Shiva Gangadharay Har Har Bhole Namah Shivaya. Om Namah Shivaya.